Информационная программа «Вести Кудым Карвилич Тиангат», студиян Ирина Батуева, Бур Рыд, там выпускан. Уна годезен отжи Пожинской роддому суралица челядес кыч ыны олана как семья. Гижич Федор Истомина петис виль небак полевые бубенцы. Архангельск посадын олище влашечины пантавны щетка езас. Кудым карын госавтоинспекция чулата челядлен каникулы скат итам профилактическое мероприятие. Эта неделя саелоктан шотчищан алуннеза. ГИБДД вынчатам режимын уджала карищ до районищ туй езвылын. Челядлен каникулы с коста. Туйвылын безопасность черн госавтоинспекция шинья чорыта. В связи с ростом дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних как на территории города Кудымкара и Кудымкарского района, так и в целом на территории Пермского края с 26 марта по 2 апреля проводится профилактическое мероприятие «Безопасные каникулы. Весна 2018». В ходе проведения данного мероприятия сотрудники госавтоинспекции проведут массовую проверку водителей на предмет перевозки детей без детских удерживающих устройств, а также по выявлению иных грубых нарушений правил дорожного движения, способствующих совершению ДТП. Сиджа госавтоинспекция сотрудники скоро налону челядина внимательные зан аймам мезас медбыне контролируется пезлищ проскад, организуйтесь челядлищ досуг, а водитель лез эс джуга правилуез, шотчищанкада пешеходы сколасын челядь зев уна, и няне пыркужа навичны ашныса туйвылын. Основными и сопутствующими причинами дорожно-транспортных происшествий, произошедших по неосторожности детей, в основном являются переход проезжей части в неустановленном месте, неожиданный выход на проезжую часть перед близко идущим транспортом, нахождение на проезжей части без цели ее перехода и вождение велосипеда. И это необходимо учитывать при проведении бесед с ребенком. Обращаясь к водителям, напоминаем, что, заметив ребенка неподалеку от дороги, необходимо сразу снижать скорость и передвигаться с повышенной осторожностью. При движении в придомовых территориях нужно использовать только минимальную скорость, так как ребенок может появиться в самый неожиданный момент. Нёльдас гагар год чулалис несия качань карпожвинской роддому цоралиса челядес быдас лоистыца только они. Пачка ДЖК это елыш мен корреспондент Дмитрий Булановлан материалын. Еще в роддоме Рима Швецова как будто сердцем чуяла, что-то не так. Да и врачи говорили, у ее дочки на лице должно быть пятнышко, как у старшего ребенка. Однако пятнышко не появилось. Спустя несколько месяцев неладное заметил и супруг. Он выражался, почему девочка белобрысая и голубоглазая. Мы обе не голубыми глазами и смуглые. Волосы кудрявые, говорю, что у брата маленько, говорю, вьются у Коли. Вот выкручивалась, но своей внутри все равно сомневалась. После в семье Римы Павловны начались ссоры. В итоге муж ушел, обвинив ее в измене, а женщина поделилась опасениями с Юлией Савельевой, с которой рожала в один день. Скорее всего, именно у нее оказалась биологическая дочь Римы Швецовой, но возможности установить истину тогда просто не существовало. Рима Павловна приехала к нам. Еще тут у меня больше эмоций стало. Ну и что? Думаю, не дам ребенка. 7 месяцев уже как я дам. На каком основании я дам ее. Только сейчас женщины решились на тест ДНК, и давние опасения подтвердились. Установлено точно: 7 марта 1978 года в Пожинском роддоме появилось на свет 4 девочки. Двоих акушерки перепутали и отдали не тем родителям. В роддоме при рождении ребенка на него надевают специальную номерную бирку. Как вспоминают родители, в тот момент в Пожинской больнице таких бирок не было. И каким образом шел учет родившихся детей, непонятно. Биологической дочери Римы Швецовой, Татьяне, сейчас 40 лет. Юлия Савельева для нее по-прежнему остается мамой, но теперь появилась новая семья. Что столько судеб поменяли. Это же не двое мы человек, это вот и родители, и родня, но даже дети наши также, которых мы уже родили. В краевом Минздраве об этой истории узнали от журналистов. Там говорят, что установить факт ошибки спустя 40 лет практически невозможно. Документов, запросов ни из суда, ни из других следственных органов у нас не существует. Также мы не видели результатов экспертизы. Соответственно, пока представленных документов нет, что будет дальше или каким будет ответ Минздрава, пока очень сложно. Между тем, Рима Швецова подала иск в суд. Кроме Минздрава, ответчиками должны выступить Пожинская больница и казначейство. Сумму компенсации
женщина оценила в 12 миллионов рублей. 12 миллионов, конечно, это страдание. Если бы в роддоме не поменяли детей, вот это адский групп я не прошла бы. Дмитрий Буланов, Денис Дульцев, Вести Пермь. Кудымкарын Лихачев нема библиотекан чулалась виль небаглам презентация «Полевые бубенцы». Равнина поля заросла осенником, березнячком, чему деревня приросла, вдруг стала ни при чем, и только жаворонков трель еще звенит над прежней пашней, где апрель иную жизнь творит. Коми пермянский гижиш Федор Истомин ледеты вильне богичка в бур полевые бубенцы. Это джешом и не бог, когда валы лечем джир не важен. Что речис автор сыпондает алой стычана события. Эта книга писалась в течение 40 с лишним лет моей творческой работы и включает в себя все периоды моей писательской деятельности. Здесь включены стихи, которые были написаны еще в 70-е годы, 80-е годы, 90-е годы. И что самое главное, может быть, в этой книге, она заключает стихотворение, которое тематически охватывает 90-е и 2000-е, вот последние годы. Очень сложные годы для нашей страны, для нашего народа, для наших земляков, в конце концов. Бъря годде заучат посадезен да деревнезен Оланко книджикан Осло. Сычин абу уж и это шань том езмунаны районный центр Дакара. Том езмунатаны ашинус вужез мамкыв да культура. Это елыш Федор Степанович сыджагижа аслас кывбуррезен. Чтобы изучать родной язык, надо полюбить себя, в конце концов. Не изучая родной язык, мы не уважаем себя, мы не любим своих родителей, мы не любим, в конце концов, и свой язык. Вот почему мы не любим родной язык. Мы не уважаем самих себя. Надо уважать себя. Себя надо начинать в буквальном смысле. И не зря я говорил, что не только в деревнях, в селах. Надо изучать и в районных центрах. Надо изучать коми-язык в каждом классе окружного центра, в Кудымкаре. Только так можно бороться за свой народ, за свое право существовать на земле. Кычу и сакшем ез, когда важините цаш поэтлан творчество, кот ледетные авторсы не радейтены. И целыш позже аджины кыш философская лирика, когда чак-то думаетны олан елыш, сыджи бычем ворва елыш, да мадик стихез. Как бы ни судили, в доме тянет жар, как бы ни рядили, все жива душа. В этом стихотворении описывается, как человек предал отца и свою родину, зачем он так поступил, и то, что таких людей считают подлецами. Кывбур резуцала навежертны, кычемезен кололоны и кычкола овны олан, лыдде Ирина, когда анач ештис недонтны вильне бэг. С этой книгой я познакомилась недавно, нам принесла ее классный руководитель. Она сказала с ней познакомиться, прочитать стихотворение, понять содержание. Эта книга как новая у Федора Истомина, у нее очень интересные стихи, написаны на русском языке, на современные темы. Федор Истомин кывбур сколасын эмаш сетчамаш, когда вылалащала гижна музыка. И эмаш том авторис, когда кериса этшам уж и талум представитиса шиланкыввез. Матышкада полевые бубенцы нима не бэклу осваем округиш будес библиотекеза. Кариш Лихачев нима библиотекан сия эмни и быть желающий вермас локны да тацачны сыкат. Людмила Дмитриева, Алексей Быков, Вести Кудымкар. Это рыншонда и матышкада локтаса щетка ез и ныне архангельский школы еще готовыш не пантавны. Не алышетена до нага ще спонда кайпозез. Архангельская школа иш вилачище злашетены кайпозез, кужемез елыш зонышке зловищтаща технология шерты вилатыш. Это урса не алыдины зев коланан и керна сие кола правильная.
Для того, чтобы сделать скворечник, нужно знать простое материаловедение. Нужно использовать мягкие породы древесины. Это липа, например, осина, ель и пихта. Если это ель или пихта, то не нужно строгать внутри этот скворечник. Вот простой пример. Скворечник сделан, внутри он не строганный. Мы строгаем только наружную часть для того, чтобы был внешний вид красивый. То есть выглядело эстетично. Липа пу не быт сия бура виджешонится и слынзе в ческа дук. Эчем кайпозе се кайес никер озе ордя. Понда сания овны и кызы векёс ишкерем керкуокен, но лошетом ся должен лоны кычкола. Древесина должна быть выдержана в любом случае. Она должна быть практически без сучков, так как у сучков хорошая теплопроводность. И не должно быть серных мешков. Точно то же самое и с крышкой. То есть крышку мы частично строгаем, частично шкурим, так, чтобы потом внутри скворечник у нас был не строганный. Ежели чернитный вашкой позызлан ремонт елыш, то кернесе кола куим нёль год вылаз отпыр. Кола шеттыны крышасы и висетны. Сычкыч сыпышкан ökшä уна йог. Кайгез быт год ваяланы аспондашиныз вильпоз. А вот отсавнаны лалашетны вильпоз. Шуйны керкуок пычка не быт торрез осков. Все вот эти вот живые существа, они делают свой дом сами. Мы им только помогаем. Вот мы делаем наружную оболочку, внутри они работают сами. Керны кайпозыз не джир бычемезен, но и сетшемезен медбы ныпычка сеща пырыса овны кайыз, Николай Вениаминович велатис челядес и нылан учи спетиса зев бычемаш. Это мой первый скворечник. Он сделан из ели. Я его делал 3 урока. Где ты его повесишь? Я его повешу около школы на березе. Школа дыныч кыджвыла мада шетны ашис кайпосса и Данил. Зон, который чизмы сеща керас эшетика и эшетас аслас горд дына. Наступила весна, скоро прилетят птицы и заселятся в этих скворечниках. Сначала это была обычная коробочка, потом я приделал туда дно, приделал крышу. Это скворечник сделан из ели. Керны кайпоз ыджита осков, эт щеткай изучатикаш. Позже керны и пашкыджика, но сек кайеслы колас унажик ваявны увес даган, медбы керны пиес понда поз. Дорны кайпоз пуберда картувесен осков, эт чожа шонтас и кычвермас эштыны аспондашис донасок. Ну теперь мы будем ждать только прилета птичек, когда прилетят, куда заселятся. Я обязательно буду ждать птиц и слушать, как они поют. Будем выходить и играть и слушать пение птиц. И сделаем еще не один скворечник. Керны кайпозис унакад осков. Коладжир лешетны будес правильная. Сек отирлан оланинезына локтаса тулуща гэшес и пондаса гажетны асланы щылыман. Людмила Дмитриева, Алексей Быков, Вести Кудымкар. И это было мианталым будес кыс ямтиянлы буршат чишан луннез.